В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекушара. Здравствуйте. Сегодня, 26 августа, в нашей стране отмечается День признания независимости Абхазии. В этот день, 8 лет назад, свершилось то, к чему стремился наш народ. Абхазия стала признанным государством. Таким образом, осуществилась мечта поколения абхазов, многим казавшаяся несбыточной. Это был праздник, поистине объединивший весь народ нашей многострадальной страны. Указ президента России Дмитрия Медведева 26 августа 2008 года о признании государственной независимости Абхазии и Южной Осетии был встречен всеобщим ликованием. Вспомним вместе этот исторический момент. Уважаемые граждане России, вы, безусловно, знаете о трагедии Южной Осетии. Ночной расстрел Цхинвала грузинскими войсками привел к гибели сотен наших мирных граждан. Погибли российские миротворцы, до конца выполнившие свой долг по защите женщин, детей и стариков. Грузинское руководство в нарушении Устава ООН, своих обязательств по международным соглашениям, вопреки здравому смыслу, развязало вооруженный конфликт, жертвами которого стали мирные люди. Эта же участь ждала Абхазию. Очевидно, в Тбилиси рассчитывали на блицкриг, который поставил бы мировое сообщество перед свершившимся фактом. Был выбран самый бесчеловечный способ добиться своей цели – присоединить Южную Осетию ценой уничтожения целого народа. Это была не первая попытка. В 1991 году президент Грузии Гамсахурдия с призывом «Грузия для грузин», только вдумайтесь в эти слова, приказал штурмовать Сухум и Цхинвал. Тысячи погибших, десятки тысяч беженцев, разоренные села. Вот к чему тогда это привело. Именно Россия в тот момент остановила истребление абхазского и осетинского народов. Наша страна стала посредником и миротворцем, добиваясь политического урегулирования. При этом мы неизменно исходили из признания территориальной целостности Грузии. Грузинское руководство выбрало другой путь. Срыв переговорного процесса, игнорирование достигнутых договоренностей, политические и военные провокации, нападения на миротворцев – все это грубо нарушало режим в зонах конфликта. Режим, установленный при поддержке ООН и ОБСЕ. Россия проявляла выдержку и терпение. Мы неоднократно призывали вернуться за стол переговоров и не отошли от своей позиции, даже после одностороннего провозглашения независимости Косово. Но наши настойчивые предложения грузинской стороне заключить с Абхазией и Южной Осетией договоренности о неприменении силы остались без ответа. К сожалению, их проигнорировали и в НАТО, и даже в ООН. Сейчас понятно, мирное разрешение конфликта в планы Тбилиси не входило. Грузинское руководство методично готовилось к войне, а политическая и материальная поддержка внешних покровителей только укрепляла ощущение собственной безнаказанности. В ночь на 8 августа 2008 года в Тбилиси сделали выбор. Саакашвили избрал геноцид для решения своих политических задач. Этим он собственноручно перечеркнул все надежды на мирное существование осетин, абхазов и грузин в одном государстве. Народы Южной Осетии и Абхазии неоднократно высказывались на референдумах в поддержку независимости своих республик. Мы понимаем, после того, что произошло в Цхинвале и планировалось в Абхазии, они имеют право решить свою судьбу сами. Президенты Южной Осетии и Абхазии, основываясь на результатах референдумов и решениях республиканских парламентов, обратились к России с просьбой о признании государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Совет Федерации и Государственная Дума проголосовали в поддержку этих обращений. Исходя из сложившейся ситуации, необходимо принять решение.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Россия призывает другие государства последовать ее примеру. Это нелегкий выбор, но это единственная возможность сохранить жизни людей. Заслужили с вами эту большую победу. Мы заслужили ее по праву, поскольку наш народ, наша нация, люди, живущие в Абхазии, всегда имели свою государственность. И вековая мечта нашего народа сегодня претворена в жизнь. Президент Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днем признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации. 8 лет назад руководство Российской Федерации приняло единственно верное решение в отношении нашей страны. Решение, которое было предопределено вековой борьбой народа Абхазии за свободу и независимость, отмечается в поздравлении. 26 августа 2008 года был дан импульс утверждению нашего государства в мире, его развитию и дальнейшему признанию со стороны других стран. Вскоре после признания России ее примеру последовали и другие государства-члены ООН, с которыми сегодня нас связывают официальные межгосударственные отношения, подчеркнул президент. В этот день историческая справедливость была восстановлена, и мы с гордостью приняли новые вызовы, с которыми сопряжена работа по построению современного независимого государства и продвижению его интересов на международной арене. Вместе, объединив устремления и силы, мы справимся со всеми трудностями, стоящими на нашем пути, говорится в поздравлении президента Рауля Хаджимба. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил президента Республики Южная Осетия Леонида Тебилова с Днем признания независимости. Этот день стал поистине судьбоносным для наших народов. Пройдя через испытания войной, мы выстояли и добились признания нашей независимости, отмечается в частности в поздравлении. Президент Республики Южная Осетия Леонид Тебилов направил поздравительную телеграмму на имя президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в связи с празднованием Дня признания независимости. 26 августа 2008 года – одна из самых судьбоносных дат в истории наших государств. Именно в этот день, 8 лет назад, учитывая свободное волеизъявление народов наших республик, руководством Великой России было принято историческое решение о признании независимости наших стран. Этот шаг стал определяющим для создания надежных гарантий безопасности для наших народов, отмечается в частности в поздравлении Леонида Тебилова. Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков поздравил президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Днем признания независимости. За прошедшие годы республика добилась серьезных успехов в государственном строительстве, укреплении демократических институтов и решении масштабных социально-экономических задач. Российская Федерация будет и впредь поддерживать и развивать сложившиеся между нашими государствами союзнические отношения, говорится в частности в поздравлении Суркова.
За прошедшие 8 лет независимость Абхазии и Южной Осетии признали еще несколько стран-членов ООН – Никарагуа, Венесуэла, Вануату, Науру и Тувалу. Процесс признания нашей независимости, мы уверены, будет продолжен. Мы спросили у жителей Сухума, как, по их мнению, изменилась за это время Абхазия. Для нас это значит независимость. Народ имеет возможность проживать на своей исторической земле, родине, так скажем. И может развиваться так, как он считает нужным. Для меня лично все кардинально поменялось. Я родилась в Советском Союзе, я жила в Советском Союзе, сейчас я живу в своей суверенной стране. И для меня это как новое рождение. Абсолютно все поменялось. Условия жизни, взгляды, интересы. Все. Россия нас охраняет, Россия нам помогает. Но все время помогать, все время просить, помогать мы же не будем. Когда-то мы должны сами себя, мы должны на ноги встать, да, сами себя устраивать жизнь, зарабатывать, не просить все время. А то, что Россия для Абхазии делает, это первое государство, которое нас признало. И мы благодарны, это наш братский народ. 26 августа, когда это узнали о признании, это был праздник для всей Абхазии, для всего народа Абхазии. Это действительно к этому шли, пришли, слава Богу. Нас признала не только Россия, еще несколько государств признали. Это очень большой плюс для нас, конечно, и для развития в Абхазии. Сегодняшний день для абхазцев это незабываемый и всегда радостный. Дай Бог, чтобы наши признания дальнейшие, чтобы длился очень много лет и самостоятельно, как они прекрасно живут, так, чтобы говорили другие государства. Культура общения, радость в лицах, материально немножечко такой, будем говорить, расцвет. Ну, желаю, чтобы это все умножалось, прибавлялось, чтобы на этом не останавливалось, и Абхазия приобрела, будем такой сказать, высокий уровень на международном уровне. Вот мои пожелания такие. Признание независимости со стороны Российской Федерации 26 августа 2008 года задало цепь событий, после которого еще ряд некоторых стран нас признали. И как бы можно с этого момента говорить, что лед тронулся. За это время наша республика сделана немалое. С тех пор улучшается инфраструктура в нашей стране. Свободно идет перемещение товаров с нашей границы, приезжают туристы ежегодно, как бы открылась, еще улучшилась туристическая сфера. Вспоминая эту дату, призываю народ к объединению. Спасибо. Как это было 8 лет назад? Жизнь изменилась, к лучшему пошло. Люди начали работать, социальное состояние людей поднялось. Ну вот, как видите, отдыхающий сезон, все. Восстанавливаются школы, садики новые, ремонты делаются. Много чего поменялось. Медицина стала лучше. Это дает нам знать, что мы не зависим ни от кого. Спустя 8 лет, есть, конечно, улучшение по-своему, но это такая, с одной стороны, мы больше становимся зависимыми, теряем все-таки, как сказать, свою независимость. Надо поддерживать отношения с другой стороны тоже. Но весь полезное улучшение. В конце концов, дороги даже стали хорошими. А вы знаете, сколько стран вообще признало независимость? Если я не ошибаюсь, около 8-9 стран. Россия, Вануату, Науру, Южная Осетия, Никарагуа. Гордо, что нас признали, и что мы считаем, что наша страна независимая, признанная Россией. И мы очень довольны этим и гордимся. Теперь все зависит от нас, как мы себя поведем, как будем строить наше государство. У нас сил нету таких, чтобы мы могли полностью себя защитить. Поэтому, что российские там пограничные войска здесь стоят, это очень нужное дело, и это правильно. Я считаю, что да, многое поменялось. Живем чуть лучше немного. В их время, я думаю, будет лучше. Ну, как говорится, живем. Вперед идем, все будет нормально. Почему не поменялось? Все нормально. Растем, идем вперед. Надеемся, лучше будет.
Сегодня в Абхазии начались Дни России. В рамках мероприятия в 10 часов утра в Сухумском кафедральном соборе прошел мастер-класс колокольной музыки «Снять звон с руки». Известные звонари России Павел и Антон Радины рассказали об искусстве церковного звона. Репортаж Сарии Смар. Удивили не только мастер-классами, но и своим талантом. Известные звонари России Павел и Антон Радины впервые приехали в Абхазию показать все свое мастерство. Если ранее звук колокола повсеместно предвещал о каком-либо событии, то сейчас его можно услышать только в церкви. В каждом колокольном перезвоне есть своя особая специфика. Здесь важна каждая деталь, и это целое искусство. Именно так говорят о своем деле звонари. Это больше теперь творчество. Развиваются новые жанры. Все началось с банального благовеста много столетий назад, потом прошло через стадию перезвона. И сейчас главная форма колокольного звона – это трезвон. В Сухумском кафедральном соборе в таком жанре перезвон колоколов слышен, если не впервые, то очень редко. Местные звонари говорят, что такие мастер-классы очень важны, где, как ни на них, они могут научиться красиво звонить в колокола. Более он играет как-то интересно, он вообще играет очень не так, как мы, профессионалы. То есть ранее вы так не умели, да? Нет, конечно. А дальше будете применять эту практику? Bог даст, тихо-тихо, что покажет, будем учиться. Кстати, подлинная история этого колокола до сих пор неизвестна, но профессионалы, осмотрев его внимательно, говорят, ему около 100 лет. Более того, он сильно поврежден со всех сторон. Такая же история и с другими колоколами, которых тут более 5. По размеру они хоть и меньше, но функцию выполняют важную. Павел и Антон одновременно давали им мастер-классы и рассказывали присутствующим обо всех премудростях колокольного звона. Говорили о важности каждого из этих маленьких колоколов. Также они высоко оценили мастерство и местных звонарей. Сария Смар, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Перспективы развития паломнического туризма в Абхазии обсудили в международном формате на конференции в Доме Москвы в Сухуме. Организаторами мероприятия, прошедшего в рамках Дней российской духовной культуры в Абхазии, выступили Министерство культуры Абхазии и России. Перед конференцией в фойе была открыта выставка детского рисунка «Душа России». Мероприятие приурочено к 8-летию признания независимости нашей страны. Сима Аргун с подробностями. Дом Москвы на один день превратился в культурную площадку. Холлы и этажи украшены детскими рисунками. Это выставка под названием «Душа России». Специально к этому дню дети со всех уголков Российской Федерации подготовили свои работы. Затем началась конференция, в ходе которой ее участники поделились опытом развития паломничества и религиозного туризма, а также обсудили основные вопросы этого направления. Приветствие участникам конференции от имени главы государства Рауля Хаджимба зачитал советник президента по вопросам культуры Владимир Зантария. Уверен, что вопросы развития паломничества и религиозного туризма, вынесенные на повестку дня вашего высокого форума, приобретут еще большую актуальность и получат необходимую государственную поддержку. Нас воодушевляет то, что в углубляющийся процесс культурного обмена вовлечены выдающиеся творческие личности, представляющие многонациональную литературу и искусство России и Абхазии. От всей души поздравляю всех участников Дней России в Абхазии с открытием большого праздника культуры. Желаю всем вам, дорогие гости, отличного настроения, новых творческих свершений во благо наших стран и народов. Президент Республики Абхазия Рауль Джумгович Хаджимба. Тема конференции была выбрана не случайно. Большое количество духовных центров в Абхазии привлекательны для российского туриста. Российские специалисты отметили, что готовы поделиться накопленным опытом в этом направлении. В Абхазии такое количество духовных центров, памятников, которые может стать безусловной основой для маршрутов паломнических, для маршрутов религиозного туризма, не только для жителей самой Абхазии, но и, конечно же, для жителей России. Мы прекрасно понимаем, знаем, что наши страны объединяют такие глубокие исторические духовные связи, что у наших людей есть неприходящий интерес
к Абхазии. Он передается из поколения в поколение, и сегодня никому не надо объяснять, что это за республика, где она находится на карте мира. В Абхазии, как в многонациональной стране, центре духовной жизни людей различных вероисповеданий уживаются множество религий. И подтверждение тому храмы различных конфессий. Об этом говорил замминистра культуры Абхазии Батал Кубахия. Сюда приезжает огромное количество паломников, верующих и туристов. Экскурсии по святым местам Абхазии являются важным атрибутом отдыха в нашей стране. Замминистра по курортам и туризму Астамур Ахба привел статистику и рассказал о первоочередных шагах для развития туристической отрасли и паломнического направления в целом. На встрече обсуждались проблемы туризма и необходимость поддержки паломничества, являющегося одним из связующих элементов духовной культуры наших стран. Говорили о возможности продолжения новых туристических маршрутов этого направления. Докладчики представили красочные презентации маршрутов религиозного туризма и паломничества в России и Абхазии, проводили аналогию, делились опытом привлечения туристов и гостей. Проведя анализ, мы увидели, что наибольший поток туристов именно там, где находятся религиозные святыни. Именно туда в первую очередь едут. Также провели анализ, можно посмотреть, что более половины потока туристического – это самостоятельные паломники на автомобилях, общественным транспортом. Далее уже паломнические службы, которые принимают. И, конечно же, те туристы, которые пользуются услугами турфирм. На конференции отмечалась необходимость совместных проектов в паломническом туризме, и данное мероприятие позволит наметить дальнейшие планы сотрудничества в этом направлении. Затем участники конференции ответили на вопросы журналистов. Для нас 2016 год в плане взаимодействия двух министерств, он особенный. Тот подписанный план мероприятий в рамках Санкт-Петербургского международного форума, он позволил нам расширить наше сотрудничество. Первым пунктом у нас, конечно, проходил такой большой международный проект «Дни духовной культуры России», который мы, значит, как раз к Дню международного признания проходит в Абхазии, и совместное мероприятие по охране историко-культурного наследия. Конференция также прошла в апреле. Речь идет о том, что Абхазия богата просто местами, которые могли бы представлять интерес для паломничества. И не только православного, но паломничество, например, священных мест, капищ абхазских, потому что они становятся объектами, например, посещения нашей диаспоры или объектами посещения очень многих людей, приезжающих сюда, которых интересует культура и история Абхазии. Это связано с религиозными местами. В этом смысле Абхазия – это вот такая мозаика огромная, где есть много всего. Но самое главное для успешного бизнеса и паломничества в том числе, это чтобы мы сумели у себя дома предоставить массу возможностей, и связанных с безопасностью и путешествий, с безопасностью для верующих. Прежде всего, мы должны свой мир сами у себя построить. Одним из предложений участников конференции было на следующей встрече обсудить тему аграрного туризма. Сима Аргун, Тимур Гугухи, Абхазское телевидение. Затем в Абхазском государственном драматическом театре состоялась церемония открытия Дней России в Абхазии и гала-концерт. Сюда пришли президент Рауль Хаджимба, члены правительства, посол России в Абхазии Семен Григорьев, общественность. С приветственным словом выступила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. Она отметила, что впервые в республике в нескольких городах Сухуми, Пицунде, Гудауте и Тхуарчале пройдут Дни духовной культуры России в Абхазии. И мероприятия достаточно разнообразные – круглые столы, конференции, семинары. Перед началом концерта было зачитано приветствие министра культуры России Александра Бединского, в котором, в частности, отмечалось, что духовно-культурная близость народа двух стран существовала всегда, а проведение мероприятий именно в этот день, значимый для жителей Абхазии, дает старт новому этапу отношений. С приветственным словом от руководства республики выступил вице-премьер Беслан Эшба. Признание независимости Абхазии и Российской Федерации является судьбоносным событием, а день 26 августа стал одной из знаменательных дат в новейшей истории страны, подчеркнул вице-премьер. Правительство Республики Абхазия приветствует мероприятие по проведению Дней духовной культуры России в Абхазии. Выражает благодарность за участие в торжествах, посвященных признанию независимости Республики Абхазия. 8 лет назад произошло судьбоносное для нас, для нашей страны событие, кардинальным образом повлиявшее на жизнь нашего народа. Признание государственного суверенитета Российской Федерации Республики Абхазия. 26 августа стало одной из знаменательных дат новейшей истории Абхазии. В этот день была восстановлена историческая справедливость.
Абхазия обрела долгожданное признание. Сегодня с уверенностью можно сказать, что сотрудничество между нашими странами динамично развивается на благо народа Абхазии и Российской Федерации. И нет никаких сомнений, что наша дружба будет крепнуть и впредь и надолго. В концертной программе выступили хор девочек «Отрада» при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре, капелла Ярославия, Государственный театр танца Карачаево-Черкесии, ансамбль «Чегемские водопады» из Кабардино-Балкарии, Кубанский казачий хор и ансамбль «Кавказ». 27 и 28 августа часть коллективов выступит в Творчале, Гудауте и Пицунде. Официальная хроника. Указом президента Рауля Хаджимба заместителю министра иностранных дел Абхазии Кану Тане и чрезвычайному полномочному послу Республики Абхазия в Республике Южной Осетии Алану Илбакиеву присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Коллегия Министерства внутренних дел Абхазии, состоявшаяся сегодня в Сухуме под руководством министра Аслана Кубахия, признала деятельность подразделений УГАИ и Управления по борьбе с экономическими преступлениями неудовлетворительной, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Для оптимизации работы УГАИ и МВД, а также в целях усиления контроля по обеспечению функций МВД, связанными с регистрацией транспортных средств, проверки их технического состояния и выдачи водительских удостоверений, коллегия поручила штабу МВД произвести реорганизацию УГАИ и МВД путем вывода из его штатной структуры регистрационно-экзаменационного отдела, переподчинив его министру внутренних дел. Также для более эффективной работы в борьбе с экономическими преступлениями, возмещению нанесенного государству материального ущерба в связи с отсутствием выявленных преступлений коррупционной направленности, коллегия МВД приняла решение произвести реорганизацию Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Управление по борьбе с экономическими преступлениями. Кроме того, в ходе коллегии был произведен ряд кадровых назначений. На должность начальника УГАИ МВД назначен подполковник милиции Наур Смыр. Полковник милиции Рауф Ажибе назначен на должность советника министра МВД по международному сотрудничеству. Подполковник милиции Денис Цвижба назначен на должность начальника УБЭП МВД. С подробной информацией о решении коллегии МВД Республики Абхазия можно ознакомиться на официальном сайте министерства. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в субботу в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь с грозой, днем погода прояснится, в воскресенье и понедельник небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 22-24, днем плюс 32-34 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.